Всем мира, друзья! Племена айратов, предков современных калмыков, в 17 веке становятся серьезным фактором, влияющим на жизнь всех оставшихся на тот момент наследников Золотой Орды. Давайте же узнаем о них немного подробнее. Алга. Айраты относятся к монгольским народам. Существует предположение, что выделение проайратских племен из общего массива монгольских племен произошло после распада уйгурского каганата и относится к середине IX века. Первые сведения об айратских племенах датированы XI-XII веками. В 1207-8 годах, во время похода монгольских войск под командованием Джучи против лесных народов, айраты, обитавшие в горно-таежных районах Монголии и Сибири, признали власть Чингисхана, вошли в состав его государства и стали играть особую роль в укреплении монгольского владычества на территории Саяно-Алтайского плоскогорья. Для полного и окончательного покорения лесных народов монголам пришлось провести еще одну военную кампанию в 1217-18 годах, когда было подавлено антимонгольское восстание лесных народов и установлен полный контроль над Южной Сибирью. Правитель айратов Хутуга-Беки оказал активное содействие монголам в военных действиях против восставших племен. Персидский историк XIII века Рашид ад-Дин писал: эти племена, айраты, еще издревле были многочисленны и разветвлялись на несколько отраслей. У каждой было определенное название, и несмотря на то, что их язык монгольский, он все же имеет небольшую разницу от языка других монгольских племен. Айраты всегда имели государя и вождя. Первоначально айратские племена занимали сравнительно небольшую территорию, ограниченную на востоке отрогами Хантайских гор, на юге пустынными просторами Гоби, на западе она не доходила до реки Или, а на севере достигала верховьев рек Иртыша и Енисея. Однако постепенно айраты продвинулись на запад и к середине XIII века заняли земли в Западной Монголии, известной также под названием Джунгария. Айраты входили в правое крыло монгольской армии и приняли активное участие в походах XIII века, когда стараниями Чингисхана и его наследников создавалась Великая Монгольская империя. Основная масса айратских отрядов действовала на Ближнем и Среднем Востоке под командованием Хулагу. По некоторым данным, в Иране и Закавказье XIII века находилось несколько тысяч айратских семей, которые оттуда были переброшены в Сирию и Палестину, где и растворились среди местного населения. Однако основная часть айратских племен оставалась в степях Западной Монголии и на Саяно-Алтайской возвышенности. Эти территории в свое время были отданы Чингисханом в удел его третьему сыну Угидею, ставшему великим ханом в 1229 году. Айраты составляли основную массу населения Угидеева улуса. Кроме того, тысячи айратских воинов семьями были поселены в районе священной для всех монголов горы Бурхан-Халдан, где, по преданию, находится могила Чингисхана, и несли там караульную службу по охране священной горы. В определенные периоды истории айратов их насчитывалось около 250 тысяч человек. В 1454 году айратский представитель хан Эсен сумел объединить под собой айратские и монгольские племена, став полноправным правителем государства. Экономическая мощь, сплочение айратского общества и лидерство его правителей способствовали консолидации айратов в особую этническую общность – айратскую народность. К началу XVI века айратские кочевья оказались зажатыми между казахским ханством и Восточной Монголией. Айратам приходилось выдерживать тяжелую борьбу с соседями, стремившимися расширить свои пастбищные территории и оттеснить айратов от рынков сбыта продуктов своего производства и приобретения продуктов производства оседлых стран. В первой половине XVI века айратские владения фактически отделились от Восточной Монголии, но будучи раздробленными и разобщенными, айратское общество в середине XVI века оказалось в тяжелом положении. Айраты были вынуждены вести борьбу одновременно на западе против Турфунского султаната, на севере против Казахского ханства, на востоке против восточно-монгольских и южно-монгольских правителей.
Неравенство сил приводило к тому, что айраты терпели в этой борьбе серьезные неудачи. В 1552 году южно-монгольские князья во главе с Алтанханом нанесли поражение айратам, принудив их покинуть освоенные кочевья в верховьях реки Орхон и отойти на запад. В 1562 году южно-монгольские правители совершили новый поход и вынудили айратские племена отступить еще дальше на запад к реке Иртыш. В 1587 году против айратов выступил правитель Восточной Монголии Убаши Хунтайджи, намереваясь нанести айратам окончательное и сокрушительное поражение. Перед лицом смертельной угрозы айратские племена сплотились, общими силами выступили против Убаши Хунтайджи и разгромили его. Во главе объединенных айратских сил стоял правитель хашаутовского улуса Байбагас хан, пользовавшийся наибольшим влиянием. Он являлся даргой, представителем айратского чулгана, съезда представителей всех айратских племен, собиравшегося для разрешения споров и конфликтов между айратами. Чулган был единственным органом, призванным регулировать внутреннюю жизнь айратского общества и определять единство действий его правителей. Конец XVI века характеризуется ухудшением положения айратских племен. Айратское общество вступило в полосу кризиса, вызванного недостатком пастбищ и ослаблением айратских владений, неизбежным в условиях все углубляющейся раздробленности и измельчания улусов. Причина измельчания улусов заключалась в том, что владетельные князья закрепляли за своими сыновьями определенные части улуса в наследственное владение. Так происходило дробление улусов на более мелкие. В этих условиях айратские князья не могли не думать о поисках новых свободных территорий, куда они могли бы откочевать. В конце XVI века часть айратских улусов стала продвигаться в пределы Южной и Западной Сибири. После похода Ермака и начала присоединения Западной Сибири к российскому государству айратский фактор играл большую роль в западносибирских событиях. Сибирские воеводы были заинтересованы в поддержании мирных отношений с айратами, несмотря на междоусобную борьбу в их среде и отсутствие у них сильной единой власти. Их привлекало то, что айраты в 20-х годах 17 века овладели большой военной мощью и могли выставлять войска, исчисляемые десятками тысяч. Улусы таргутского правителя Хуурлюка и дербентского Далай-Батыра в 1605-1606 годах появлялись у сибирских границ российского государства. Айраты налаживают торговлю в сибирских городах и приграничных районах. Иногда, помимо торговых контактов, по всей видимости, происходили и военные столкновения. Новые соседи пробовали друг друга на крепость. Силы были примерно равны, айраты не имели возможности штурмовать хорошо укрепленные сибирские города, а сравнительно немногочисленные гарнизоны этих крепостей не могли разгромить многочисленную айратскую конницу в открытом полевом сражении. Сложившийся паритет сил потребовал искать выхода в мирных переговорах. В январе 1607 года воевода города Тара отправил к айратам своих представителей с предложением принести шердь, договор и войти в российское подданство. В ответ в Тару прибыло посольство от дербетовских вождей для продолжения переговоров. Вести о переговорах с айратами были сообщены в Москву. Правительство одобрило их и согласилось на разрешение льготной беспошлиной торговли для айратов. Кроме того, Тарскому воеводе вменялось в обязанность приветливо встречать и провожать посланцев айратских князей. С 1607 года правительство России разрешило кочевать дербетскому тайше Далай-Батыру вверх по Иртышу и Тоболу. Сибирским воеводам приказывалось помогать айратам отражать нападения казахов и нагайцев, кочевавших в междуречии Яйка и Волги, и пропускать калмыков для торговли в сибирские города. На протяжении 1608-1609 годов дербетский тайша Далай-Батыр и таргутский тайша Хуурлюк со своими подвластными людьми несколько раз давали русским властям в Таре и Тобольске устную присягу о принятии русского подданства и получали право свободно кочевать под сибирскими городами Тара, Тюмень и Тобольск, торговать на разных рынках Уфы, Казани и вплоть до Москвы.
Очередная айратская делегация была направлена уже для переговоров в Москву, где 14 февраля 1608 года послы были приняты царем Василием Шуйским. От имени части айратских князей послы просили принять их в российское подданство. Так установилось русско-айратские посольские и торговые отношения, положившие начало процессу добровольного вхождения части айратских племен в состав России. Переговоры 1608-1609 годов создали основу тесной связи русского и калмыцкого народов. В грамоте от 20 августа 1609 года, в которой были сформулированы условия подданства, российское правительство обращалось ко всем калмыкам независимо от улусной принадлежности. Поэтому 20 августа 1609 года считается официальной датой вхождения калмыцкого народа в состав России. Откуда же произошло название калмыки? Известный русский исследователь Котвич писал: для обозначения западных монголов в русской и иностранной литературе употребляются следующие термины: айраты из монгольских и калмыцких источников, калмыки из мусульманских, которым следуют и старые русские источники, в том числе архивные документы. За термином же калмыки сохранено его специальное употребление для обозначения той группы айратов, которая проживает по рекам Волге, Дону и Уралу, и освоила себе это название, забыв старое имя айрат. Существует несколько версий происхождения слова «калмык». На сегодняшний день наиболее основательной и аргументированной версией является то, по которому слово «калмык» халимак тюркского происхождения и обозначает «отделившийся», «оставшийся». В русском государстве айратов именовали калмыками с 70-х годов 16 века. Однако следует заметить, что волжские айраты на протяжении почти 2 столетий не называли себя калмыками. Они постепенно усваивали это название, и только к концу 18 века оно официально утвердилось как самоназвание. Известный русский исследователь Бакунин, долгие годы наблюдавший и изучавший жизнь калмыков на Волге, писал в 1761 году: примечание достойно, что хашиуты и зенгорцы сами себя и таргаутов калмыками и до ныне не называют, а называют, как и выше сказано, айрат. Таргауты же как себя, так и хашаутов и зенговцев калмыками, хотя и называют, но сами свидетельствуют, что сие название не свойственно их языку, а думают, что их так назвали россияне. Но в самом деле видно, что сие слово «калмык» произошло из языка татарского, ибо татары называют их «калмак», что означает «отсталый» или «отстальцев». Именно принятием нового самоназвания калмыки завершился процесс консолидации части айратских племен, перекочевавших в Россию, в самостоятельную новую монголоязычную народность калмыцкую. Продвижение калмыков на Нижнюю Волгу происходило медленно и было сопряжено с рядом трудностей. Хотя калмыцкие тайши принесли шерти, присягу на верность российскому государству, правительство России старалось глубже вникнуть в истинные причины, побудившие новых подданных калмыков на вхождение, и понять их искренность. Кроме того, калмыкам приходилось преодолевать на своем пути встречные противодействия со стороны казахов и давних жителей восточных районов русского государства, нагайцев и башкир. Постепенно калмыцкие кочевья перекочевывают из Южной Сибири в междуречье Яйка, Урала и Нижней Волги, осваивая малочисленные территории. Царское правительство официально разрешило калмыкам кочевать на Волге только во второй половине 40-х годов 17 века, то есть почти через 30 лет после официального признания их подданными России. Это было связано с возникшими осложнениями во внешнеполитическом положении страны. Обострились отношения России с Турцией и Крымским ханством. Назревала русско-польская война за Украину и Белоруссию. В начале 50-х годов 17 века крымским ханом была предпринята попытка прорваться к Казани и соединиться с татарскими феодалами. В этих условиях центральное правительство требовало от атаманов войска Донского активнее привлекать калмыков к защите южных рубежей страны. В 1654 году Украина присоединилась к России, и в этом же году началась война России с Речью Посполитой, которую поддержала Швеция, Турция, Молдавия, Крымское ханство.
В это трудное для страны время Тайша Дайчин и его сын Манчак снова возобновили переговоры с русским правительством, заявив о намерении служить российскому государству прямой правдой. В ответ правительство потребовало от русских, башкир и других подданных государства не ссориться с калмыками. В противном случае власти обещали, что будут вешать без всякой пощады. В этом же указе объявлялось, что калмыкам предоставляется право кочевать по берегам Волги и Ахтубы. Правительственным указом от 6 июля 1657 года территория их кочевий была определена в степных пространствах Поволжья, по правой стороне Волги от Астрахани до Царицына, по левой до Самары. Новым подданным разрешалось беспошлино торговать в Черном Яру, Царицыне, Саратове, Самаре. Калмыки оказались в сфере развивающейся российской экономики. Калмыки освоили редко заселенное огромное степное пространство юго-восточной европейской части России. Академик Лепехин писал: «От них, калмыков, польза есть, они занимают пустые степи, ни к какому обитанию не угодные. В них мы имеем, кроме других военных служб, хороших и многочисленных сберегателей наших пределов от набегов. От скотоводов получаем наилучший скот». С этого времени началось возвышение Тайши Дайчина. Получив постоянную территорию для кочевий, исправно неся военную службу в интересах России при поддержке русской администрации, он добился единовластия. В целях закрепления политического положения калмыцких тайшей Дайчин создал государственно-управленческий аппарат. В начале 50-х годов 17 века глава ламаистской церкви Далай-лама V утвердил за Дайчином титул калмыцкого хана. В целях поддержания дружественных отношений с новыми обитателями Нижнего Поволжья калмыками, использования их в качестве защитного кордона на юго-восточных рубежах, успешного ведения калмыцких дел в Москве был учрежден калмыцкий приказ. Одновременно с этим правительство отправило посольство во главе с кабардинским князем Казбулатом Черкесским и дьяком Иваном Гороховым к калмыцкому правителю Дайчину. В состав посольства входили донские атаманы Федор Пудан и Степан Разин, будущий предводитель крестьянского восстания. Посольству поручалось узнать, будут ли калмыки постоянно отражать иноземные вторжения на юго-восточных рубежах России. В 1661 году Дайчин по старости лет самоустранился от управления ханством, передав всю полноту власти своему сыну Манчаку, проявившему в военной службе большое усердие в интересах российского государства. Подписывая грамоту и определяя численность калмыцких воинов, отправляемых к Азову и Крыму, Манчак заявил дьяку Горохову: заключенный договор будет служить основой, чтобы калмыцким людям с русскими людьми вместе быть вечно. Летом 1663 года последняя хашаутско-дербецкая группировка под предводительством Кунделена Убаши и Даяна Омбо, потерпев неудачи в междоусобной борьбе в Джунгарии, перекочевала в Приуралье и Поволжье. Эта группировка признала над собой власть Манчака. Нуждаясь в надежном прикрытии южных и юго-восточных границ государства, правительство России окончательно узаконило для калмыков территорию на Нижней Волге и разрешило им кочевать в Придонье. Оно также не препятствовало росту численности калмыцкого населения за счет перекочевки новых групп айратов из Джунгарии. Царский двор всячески способствовал укреплению позиций нового калмыцкого правителя Манчака. Таковыми были внутренние и внешнеполитические условия, в которых происходило образование калмыцкого государства в составе России 30-60-х годов. Оно было официально признано российским правительством в 1664 году. Манчак был признан верховным правителем калмыцкого народа, и ему были вручены символы государственной власти, булава и знамя. Из правителей отдельных народов России только гетман войска Запорожского и Малороссии и войсковой атаман войска Донского имели булаву как знак власти. Знамя олицетворяло общность государственных интересов русских и калмыков. Так, в середине 60-х годов 17 века завершилось фактическое и юридическое оформление калмыцкого ханства в составе России. Каков же был статус калмыцкого ханства? Во-первых, сохранялась полная самостоятельность правителей Калмыкии в управлении внутренними делами. Во-вторых, за калмыцким ханством оставалось право на внешнюю политику в рамках правительственного контроля. В-третьих,
Общение царской администрации с правителями ханства строились на уровне дипломатических отношений с зарубежными государствами. Они проводились в форме обоюдного обмена послами. На дипломатических приемах и других официальных встречах калмыцкие правители удостаивались особого отношения. Таким образом, калмыцкое ханство являлось относительно независимым, хотя и вассальным государственным образованием в составе России. Мы, конечно же, помним, что айратские племена были представлены в джунгарском государстве. Об этом ханстве имеет смысл рассказывать в отдельной передаче. А пока обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео и подписывайтесь на наш канал. С вами был Ринат Хабибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау булыгыз и до новых встреч. Пока.